hello. Погнали. Прывітанне, сябры, гэта YouTube канал Годна. І сёння мы тут у цэнтры Менску у зале Gym 24, каб правесці наше новае шоу Мова Челлендж. Сёння у нас у гасцях Майкл Соул. Майкл удзельнік шматлікіх конкурсаў і шоу. Гэта X-Factor, гэта Голас краіны, гэта Еўрабачанне. І сёння ён тут у нас у Мова Челленджа. Прывітанне, Майкл, як настрой? Очень пугающий, потому что я и спорт, и белорусский язык не связывались никогда. Мы были связаны только один раз, когда я увидел вывеску, на которой было написано «Спортзал» на белорусском языке. Это все. И як гэта гучала по-беларуску? Спортзал? Цудоўна. Ну, тады я прапаную пачаць якраз таки з тэматычнага слова. Што такое ровер? Ровер. Ровер? Ровер. Ровер. Может быть, какая-то переправа, какой-нибудь мост, какой-нибудь переход. Нет? Я б хотела сказаць, што мы гуляем да першай памылкі, але не, давай яшчэ раз паспробуем. Гэта ёсць тут. Может быть, какой-то подъем, может быть, тренажер. Нет, что? Паскараем, так? Да, конечно. Что Гэта это? велосипед. Ровер, велосипед. Наступнае слово – гэта пярсцёнак. Перстенок? Это что-то маленькое. Это что-то маленькое. Ну, это же, естественно, не перстень, да? Ну, гэта блізка. Это близко? Так, ну вельмі падобна сыграць. Колечко, может? Так, Колечко? правильно. Аллилуйя. Пачуцці. Чувство. Правильно. Без. Кто? Без. Без? Без. Прям без. 3 літери. Без тебе, я без тебе. Знаю українську набагато лепш, чим білоруську мову. Окей? Без зараз цвіце ў ботанічным садзе, гэта сірень. Так, О. далей. Стало мацней. І так, наступне слово мармур. Чего? Мармур. Мармур? Як гэта по-руску? Мармур. Может, это что-то сладкое? Нет, Мармур. гэта штосьці цвёрдае. Твердое? Мармур. Цемент? Не, але матэрыял. Материал? Мармур. Мрамор? Так, правильно. Аллилуйя. Наступне слово гэта пост. Кто? Пост. Пост? Это пост в Инстаграме. Я знаю. Я их выкладываю. Гэта шерсть. У котиков. Я не советую тебе, я тебе убью руки. Просто ты лучше сверху увеличивай скорость. Наступне слово рух. Движение. Правильно. Будинок. Дом. Здание. Але близко. Да. Стосунки. Отношения. Правильно. Шлях. Путь. Шлях до дома была песня у Джамалы. Шлях до дома. Наступне слово гэта абыякавасць. До життя было такое выражение. Типа без, ну как это, незаинтересованность, равнодушие. Равнодушие. Безразличие, У Мальбека и равнодушие, Сезанна была так. такая песня. Слово пензлик. Кто? Пензлик. Пынзырь, был такой участник Дома-2. Еще раз слово. Пензлик. Это одежда? Не. Канцтовары. Стерка? Не. Точилка? Не. Может, это неприятная кассирша в канцтоварах? Нет? Тогда не знаю. Гэта кістачка для малявання. Like pencil, окей. Так, паскорим. Давай паспрабуем слово поцалунок. Поцелуй? Правильно. Теперь я буду казать тебе по-русски, и ты будешь сказать, як это по-белорусски. Все, мы проиграли официально. Давай. Стакан. Стакан, glass, one glass of water. Это будет граненка. Нет? Не знаю. Стакан, посуда. Но там все логично. З чого він зроблений, так і називається. Стекло, Ага. Шклянка. шклянка, Так, далее. Коробка. коробка, бакс. Є. О май гад. Коробка, это будет
Картонка. Я не знаю, вообще без вариантов. Это буде скринка. Скрынка. Скринка. Как на экране сделать скрин. Ось так можна запам'ятати. Хорошо. Іскренність. Пяшчота, может, какая-то. Нет, пяшчота это что-то другое. Що так це ніжність. Искренность. Искренность. Отчувать. Пяшчота. Искренность. Искренность, вот так скажу. От слова іскра, так? Да, от слова искра. Щирость. Это же было так очевидно. Щирый человек. Далі кофе. Кофе? На всех языках кофе. Он мой мужской род. А по-білоруську, до речі, жіноче. І по-українську так само. Кофе? Ні. До свидания. Я иду домой. А как обратным шагом? Далі. Рисунок. Рисунок? Так, Малюнок. правильно. Зонт. Зонт. Вот этот вот такое слово. Ну так, такое. Зонт. Зонт, зонт. Я глотал зонт, я укрываюсь от дождя зонтом. Зонт это будет парасоля. Или парасолька. Парасон, так. Парасон. Правильно. Парасон. Небоскреб. Ось ми тут бачимо. О, такі это я високі. знаю, хмарочос. І откуда ти ведаєш такое слово? Я знаю, потому что я смотрел прошлый выпуск не помню, с Антоном смотрел прошлый выпуск. Все слушно. Васильок. Василек? Они же везде нарисованы. Василек это, ну вот же. Так, это символ Білорусі. Я тебе пробачу це слово, коли ти назовеш, які є ще символи Білорусі. Наш стяг. Ну что, вышиванка, что? Ну, а Буква, що для нужно тебе буква. символ Білорусі? Наприклад, ось ти їдеш в Україну, ти їдеш на нейке шоу. Що ти розповідаєш про Білорусь? Я белорус. Мне 22 года. У меня нет вариантов, все. Це Волошка. Волошка. Там ще є куди? Є. Наступне слово – це путешествие, те, чого нам зараз так не хапає. Traveling. Путешествие. Є навіть два слова, і я залічу любое. Почему я не знаю белорусский язык? Хорошо, что хоть нет месяцев года. Путешествие. Это будет классно. Это хорошо. Правильно. Це те, по чому ми зараз так... Вандровка? Так. Вандровки, ба, я же там покупаю билеты. Jesus Christ. Вандровка або подороже, можна і так, і так. Гвоздь. Так, ну ко мне всегда приходит сантехник или муж на час, поэтому ни с гвоздями, ни с чем мы не имели никакого взаимоотношения. Гвоздь. І це цвік. Цвик. Цвік. 4 літери. Звучит как цветок. Ну, подобно так. Як ввогуле відчування спортове. Жутко. Это мне напоминает историю, когда еще 2 года назад мне позвонили с телеканала Белсат Music Live и пригласили меня на съемку. Но поскольку там все администраторы говорят на белорусском языке, они мне назвали месяц съемки на белорусском языке. И, естественно, я улетел в Казахстан и перепутал месяц и подвелся съемочную группу. Потому что я был уверен, что как август будет по-белорусски. Жнивень. Что я был уверен, что жнива, а я городской человек, достают в сентябре, а не в августе. Типа жнива, сентябрь, осень, жито, мне все это перепуталось, и я не прилетел. И мы пересняли это только через 2 года, пока канал не простил меня за мое ужасное поведение. Тому ми тобі просто сказали у цьому місяці, так? Пам'ятник. Панин – плохой человек. Как еще раз? Пам'ятник. Помник. Як правильно. Арбуз. Як по-білоруську арбуз. Ні. Везде висит вот это вот. Да. Вот это вот. Повсюль висить, правильно. Арбуз – это ягода. Так, слушно. Кавун Правильно. Подарок. – подарунок. Работа. Work, job, работа, праца. Так, правильно. Точно, домашняя праца, мы же ее робили, или не так это писалось, не? 19 уровень здесь.
Давай тоді опошнє слово по-білоруську і опошнє по-руску. Вусны. По-білоруську Вкусно. вусны. Ну, устный пересказ, вкусно. Так, але назовник. Это существительное? Хорошо. А можно балл засчитать за это, что я знаю существительное, это назовник? Можна трошечку тут адмінусувати. Тут просто 23 было. Что надо сказать, я не помню. Це губи. Губы, блин, устно, губы, І точно. опошнє слово для тебе це победа. Як це? Перемога. Ні, і я лічу, що це сапраўды перемога. Всем спасибо. Вызывайте группу скорой помощи, потому что мой кардиостимулятор отказал. І як ти думаєш, ти будеш ще приходити у такі місця, у такі залі позайматися? Мы никак не связаны со спортом, потому что у нас с ним очень плохие взаимоотношения. Вот. Але ти протягуєш істи. А уже не надо. Сейчас я все скажу. Ці довідався ти сьогодні яке нове, цікаве слово для себе? Да, я в шоке, особенно со слова про канцелярию. Пензлик? Да, это что-то очень удивительное. А вообще, в целом, я хочу сказать, что это отличная затея, таким образом проверять личности, которые как-то связаны с музыкой и телевидением, потому что они являются героями нашей страны, и кто, как не они, должны знать свой родной язык, потому что я всегда сталкивался с такими ситуациями, когда приезжал на какие-то сторонние международные проекты, а как, я надеюсь, зрители знают, не знают, я участвовал в большом количестве проектов. Меня всегда просили поговорить по-белорусски. Вот. А украинский язык я знал гораздо лучше, и английский тем более. Вот. И мне порой даже за это немножечко стыдно, но я считаю, что такая классная просветительская миссия, которой вы занимаетесь, очень поможет всем нам сохранить культуру нашего языка, поэтому это очень важно. Дякую вам, що поглядели гэты выпуск. Дякую Майклу, дякую Джим 24. Подписывайтесь на канал Годна, ставьте подобайки, ды чакайте працягу.